Убит сын замглавы ЦРУ. Россия потеряла секретный спутник и заявляет, что освободила Курскую область. Прощание с папой римским Франциском. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Вашингтон и Лондон пошли ва-банк. Новое дыхание, новая поддержка на фоне секретных переговоров в Кремле. Дания просит Россию помочь защитить Гренландию от США. Кажется, бред, но вдруг. В годовщину Чернобыля в Беларуси зазвучали планы вернуть в оборот зараженные земли. Эксперимент на людях или очередная безумная авантюра режима. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Невероятные новости из Кремля. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по якобы освобождению Курской области от украинских военных. В ходе дальнейших действий немногочисленные остатки украинских элитных подразделений были разгромлены и выбиты с территории Курской области. Об этом сообщил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Какие именно силы ВСУ были в Курской области, Кремль традиционно не уточняет. Действительно ли украинский контингент из Курской области выведен, тоже непонятно. Но Путин получил доклад о победе, как будто бы речь идет о масштабном военном триумфе. Обо всех деталях будем вам сообщать обязательно. Авантюра киевского режима полностью провалилась. А понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных, в том числе и западными образцами техники силами ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения. Убит сын замглавы ЦРУ на войне в Украине. Сын заместителя директора по цифровым инновациям Джулиан Галлины Глосс умер в апреле 2024 года на Донбассе, воюя в рядах российской армии. Об этом сообщает расследование важных историй. Глосс занимался волонтерством, строил дома в Гондурасе, помогал разбирать завалы после землетрясений в Турции, был борцом за права женщин, активистом за мир и критиковал американскую внешнюю политику и мечтал изменить мир к лучшему. Постепенно его взгляды радикализовались, Майкл примкнул к антисистемным движениям, называл себя антифашистом и сторонником многополярного мира. Через некоторое время он логично оказался в России, оформил визу и начал путешествовать по стране. Затем подписал контракт с Минобороны РФ и рассчитывал получать российское гражданство. Подробности его смерти остаются покрытыми тайной, родственникам сообщили о гибели только через 2 месяца. Похоронили его в США, но вопросы так и остались без ответа. В ЦРУ подтвердили гибель сына замдиректора и сослались на его болезнь. Как сын высокопоставленного офицера ЦРУ оказался на другой стороне войны, почему американский антифашист стал солдатом Кремля и какие же проверки проходит руководство ЦРУ перед назначением. Как думаете вы, пишите в комментариях, эти вопросы так и остаются открытыми. Громкая неудача Кремля на орбите. Секретный российский спутник с ядерной начинкой вышел из строя. Медиа пишут, что секретный спутник «Космос-2553», который США подозревают в связях с российской ядерной программой в космосе, вышел из строя и потерял управление. «Космос-2553» был запущен еще накануне широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В Вашингтоне считают, что его задача – тестирование ядерных технологий для уничтожения вражеских спутников. Кремль эти обвинения, как всегда, отвергал, но последние данные говорят сами за себя. Радарная компания Leo Labs еще в ноябре 24-го заметила странности в поведении спутника, он начал хаотично вращаться в космосе. Дополнительные наблюдения в декабре подтвердили, аппарат потерял контроль. Эксперты Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявляют, цитирую, «наблюдаемое поведение спутника – убедительное доказательство того, что он больше не функционирует». Конец цитаты. Провал амбициозного проекта или признак больших проблем в космических планах Кремля? Вопросов все больше, я призываю вас на них отвечать в комментариях. Какое ваше мнение, что будет с космической ядерной программой России и есть ли она вообще? Не сдерживайте себя, пишите под этим видео.
Ватикан охвачен трауром и величием. 200 тысяч человек собрались проститься с Папой Римским Франциском, первым понтификом из Нового Света, который ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Церемония объединила лидеров всего мира. На прощание приехали более 160 делегаций, в том числе более 60 глав государств и правительств: Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, президенты Аргентины и Бразилии. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова. Особенный момент, когда Владимир Зеленский появился перед толпой, ему единственному среди всех мировых лидеров аплодировали люди. Это зафиксировали как Le Monde, так и другие медиа. Толпы людей следили за происходящим на гигантских экранах, установленных по всей Via della Conciliazione. Война всегда оставляет, это его выражение, мир в худшем состоянии, чем он был прежде. Это всегда болезненное и трагическое поражение для всех. Стройте мосты, а не стены. Этот призыв он повторял многократно. Перед началом мессы главы государств по очереди подходили к закрытому гробу папы. Трамп, Макрон, король Испании Филиппа VI и другие проходили мимо, склоняя головы. И когда была акция «Папа для Украины», папа очень хотел, чтобы помочь, так помогать людям с одной, как и с другой стороны. Несмотря, чи человек верующий или неверующий, чи он православный, чи католик, чи атеист, папа всегда говорил, критерий, по которому должен ты помогать, это есть, если это нуждается человек. Громкий поворот в большой игре за будущее Украины. The Telegraph пишет: США открыли дверь для поддержки инициативы Кира Стармера, так называемой коалиции желающих, чтобы продвинуть мирное соглашение между Киевом и Москвой. Лондон уже показал серьезность намерений: 1,6 миллиардов фунтов на зенитные ракеты, помощь в закупках оружия, план по использованию замороженных российских активов. И теперь важный момент: Вашингтон якобы тоже готов в этом поучаствовать. Одним из видов такой поддержки является обмен разведданными, что уже давно является основой особых отношений между США и Великобританией. Другой – это логистическая помощь. Европейские самолеты, корабли и наземные силы будут нуждаться в снабжении и помощи в анализе перемещений российских войск в Украине и за ее пределами. При этом Трамп, напомним, недавно заявил, что соглашение по Украине почти достигнуто после серии тайных переговоров с Путиным, но его предложения, особенно по Крыму и роли НАТО, уже вызывают тревогу в Европе. А мы в предыдущих выпусках «Ну и новости» уже публиковали и американские предложения, о которых я сказал, и украинский ответ, хотя Трамп прилетел в Рим полон уверенности, что все будет отлично. Только что приземлились в Риме. Удачный день для переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и обе стороны должны теперь встретиться на очень высоком уровне, чтобы договориться. Большинство основных пунктов согласованы. Остановите кровопролитие сейчас. Трамп и Зеленский якобы договорились провести дополнительные переговоры сразу после церемонии. Детали встречи пока не раскрываются, но уже ясно, за кулисами прощания с Франциском зреют серьезные разговоры о будущем. Стратегия там отсутствует вообще как принцип, и решения принимаются очень ситуативно, в зависимости от изменений, отхода там переговоров и тому подобное. То есть если бы у Трампа была стратегия, он бы вышел и сказал: мы хотим сделать то-то, то-то, это должно характеризоваться такими-то, такими-то критериями, и мы это будем теперь реализовывать на практике. Трамп никаких таких заявлений не делал, вряд ли можно считать стратегией фразу о том, что мы хотим остановить войну. Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, прошедшие 25 апреля переговоры между Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом показали сближение позиций России и США по вопросам окончания войны в Украине и другим ключевым темам. На встрече в Москве присутствовал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который тоже не так давно летал в Вашингтон. Его цитата: «Есть движение на пути к прогрессу». Что именно обсуждали за закрытыми дверями, в деталях пока неизвестно, но факт остается фактом: Вашингтон и Кремль делают шаги навстречу друг другу. Причем не где-то на полях, а напрямую через личный контакт Путина с посланником президента США. Что это, реальный путь к перемирию или игра на повышение ставок? Какие условия стоят за этим таинственным прогрессом? Как думаете вы? Не забывайте написать свое мнение в комментариях. Это обязательно. На какие условия может пойти Украина? И видно ли уже эти предпосылки к миру? Чувствует ли их украинский народ? Готов
готов ли Владимир Зеленский на мир любой ценой, ведь сразу после подписания мира должен начаться процесс подготовки к выборам. Мы спросили об этом у украинского политического и экономического эксперта Андрея Вегеринского. Выход из войны, если ты не абсолютный победитель, абсолютных победителей в современных войнах не бывает, и Штаты не дадут соврать, потому что они точно с Афганистана и с Ирака не вышли абсолютными победителями. Да? Он так или иначе бьет или ударяет по, допустим, рейтингам или по симпатиям, потому что обещал одно, ожидания были максималистичны, но получилось немного иначе. Если ты не можешь достичь максималистического результата, соответственно, вроде бы шансы на получение победы, особенно если существуют кандидаты, которые имеют более высокий уровень доверия, симпатии и так дальше, такие кандидаты в Украине есть. Хотя, скажем, официальную позицию свою в отношении выборов они не озвучили. У тебя есть риск не победить. Дания обратилась к России за помощью в обороне Гренландии. Это очень резкий разворот. Был бы, если бы не был фейком. Новая спецоперация Кремля и снова через обман. Датская военная разведка раскрыла. Россия запустила в соцсетях информацию о том, что Дания якобы обратилась к Путину за защитой Гренландии от США. По сценарию фейка, придуманного в начале 2025 года, один из членов датского парламента просил Кремль помешать присоединению Гренландии к США. Цель провокации – посеять напряжение между Копенгагеном и Вашингтоном, подорвать доверие и сыграть на чувствительной теме статуса полуавтономной территории. Как выяснила разведка, за вбросом стояли люди, давно замеченные в продвижении пророссийских нарративов в Украине. Их также подтвердило французское агентство Viginum, которое отслеживает киберугрозы. Автор фальшивки – часть организованной сети влияния Кремля. И это не просто случайная атака, все это часть большой стратегии Москвы по расколу Запада и ослаблению поддержки Украины, пишут эксперты. Попытка выглядела топорно, но тревожный вопрос остается, сколько еще подобных спецопераций работают прямо сейчас, незаметно, но эффективно. Лукашенко решил заселить радиоактивные территории. В годовщину Чернобыльской аварии в Беларуси вдруг встает вопрос, а что с землями, которые считаются непригодными для жизни? И если страна готовится принимать трудовых мигрантов, как говорил Лукашенко, куда девать всех? Наверное, там уже клочок леса остался, там, где мы не ведем хозяйственную деятельность, где мы не возделываем сельскохозяйственную продукцию. И тогда я уже откровенно говорил, что нам надо эти земли вводить в жизнь, все в оборот. Вы должны подсказать, обижать людей не надо. На загрязненной территории у нас никто жить не должен. Последнюю деревню я выселял 27 лет тому назад. Мы помним, что несколько дней назад Александр Лукашенко заявил на встрече с представителем Пакистана о том, что каждый 10-й житель Беларуси должен быть трудовым мигрантом, иначе, мол, экономика не вытянет. При этом никакого реального решения проблемы маленьких зарплат или защиты рабочих мест он не предлагал. Только лозунги «пахать больше», «соглашаться на все» и не жаловаться. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.